Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас с вами будет отсыпочка на такую тему. Весточка от вашей судьбы. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, загадайте на весточку. Давайте посмотрим, что судьба вам говорит, что судьба вам обещает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну вот здесь показано, что вам очень тяжело, что в последнее время как-то все на вас навалилось. И здоровье может подводить, и силы на пределе, и ресурсы заканчиваются. И никто вам не помогает. Наоборот, вот как будто бы все в округе создают вам проблемы. Ну, как тяжелое время сейчас в жизни, да? И тяжелое время на себе несете. Как непростой период у вас сейчас. Вам судьба говорит, что нужно еще продержаться, да, вот продержаться до конца месяца, я так понимаю, да, вот, ну, как конец месяца показан. Еще показано новолуние. Ну, в принципе, да, у нас новолуние будет как раз-таки в конце месяца. То есть надо продержаться. Это время испытаний, и эти испытания вам даны не просто так. То есть вы сейчас какой-то либо урок проходите, либо вот пройдя эти испытания, вы свою награду обретете. Либо когда будет пройден урок, да, вы награду обретете. Вот, вам нужно держаться. Вы сильнее, чем вы думаете про себя. Судьба это знает, судьба прям в этом уверена. И нельзя сдаваться, и нельзя опускать руки. Вот как бы тяжело вам ни приходилось, главное не сдавайтесь и не опускайте руки. Вот, награда. Вас ждет шикарная награда. Причем ну вот как угадать вы не можете, что будет наградой. Но это явно вам понравится, это явно сделает вас счастливой, либо счастливым человеком, когда вы эту награду обретете. Это нечто грандиозное. Здесь вот как половина елки и монета огромная, еще на солнце похоже. То есть может быть какая-то тройная награда, а возможно одно приведет, либо вытащит другое, да? То есть укрепится здоровье, придут деньги, вы, возможно, станете известным, популярным человеком, да? На себя обратите внимание. Вот как либо все сразу, либо одно через другое приходит. Вот именно так показали. Но награда вам обещана. Вот просто дотяните, дотерпите и не сдавайтесь, не опускайте руки. Еще судьба говорит о каком-то человеке, который держит к вам путь, и встреча неизбежна. У кого-то отыграет, что это уже знакомый человек, который вернется, приедет, объявится. А у кого-то отыграет, что это новый человек в вашей жизни, но вот встреча неизбежна. Эта встреча, ну вот поменяет вашу жизнь, повлияет, поменяет, и жизнь уже не будет прежней. Тот, кто идет к вам навстречу, плывет, вот тут человек в лодке нам показан, и этот человек, ну, он как счастливой вас сделает, ну, либо счастье вам подарит, либо вы счастье на двоих разделите. Вот, это человек вам по судьбе, а вы ему по судьбе, да, встреча, либо знакомство неизбежно. То есть я так понимаю, что вы будете вместе, такой знак. Дальше. Показано, что вам нельзя от чего-то отказываться. Может быть, это какое-то предложение, а может быть, это ваше желание, либо ваше намерение. То есть сейчас между вами и вашим желанием, либо этим предложением, как будто бы пропасть, но отказываться нельзя. Если вы откажетесь, то вы навсегда это потеряете, больше никогда не получите. А если вы согласитесь, то между вами и тем, что вам предлагают, либо то, чего вы хотите, как мостик появится, сама судьба мостик построит, по которому вы очень легко и успешно перейдете.
Вот, нельзя отказываться, что бы вам ни предлагали, о чем бы вы ни мечтали, чего бы вы ни хотели, ни в коем случае не отказывайтесь. Иначе это больше никогда не повторится. Именно об этом говорят. Может быть, повторится, можно что-то другое будет в вашей жизни. Но вот именно конкретно такая ситуация больше не повторится. Либо такое окно возможностей больше не возникнет. То есть вы визуально видите эту пропасть и думаете, ну вот как я соглашусь, либо как я буду этим заниматься. Судьба говорит, да не волнуйся, я мост построю, все будет хорошо. Да, доверься мне. Главное, чтобы ты этого хотела и чтобы ты от этого не отказывался. Да? Вот как-то так идет. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Так, еще судьба предупреждает о каких-то людях, тут как мужчина и женщина. И вы должны за ними наблюдать. Вы не должны с них спускать глаз. Не знаю, то ли они вам опасны, то ли они сами себе опасны, да? Могут чего-то там начудить, натворить, либо вас во что-то втянуть. Да? Вот они какие-то странные, подозрительные, сомнительные, и за ними нужно наблюдать, мужчина и женщина. И также, мои хорошие, если вы в паре, в браке, и у вас есть подруга незамужняя или даже замужняя, вот, которая плохо с мужем живет, вот не оставляйте своего мужа с этой подругой. Да? Делайте так, чтобы по минимуму они общались, а лучше пусть вообще не общаются. Вот, потому что с левой стороны может быть что угодно. Вас заранее судьба предупреждает. То есть сейчас ты можешь повлиять на эту ситуацию. То же самое мужчина. Если у вас есть жена, либо возлюбленная девушка, и есть друг с сомнительной репутацией, назовем так, либо холостой друг, то лучше их вместе не оставлять. То есть от греха подальше, как говорится. Знаете, даже самых светлых людей бес попутать может, да? То есть надо за ними всегда в оба смотреть и наблюдать, и вот как не оставлять наедине. Вот это прям важно, об этом говорят. Так, еще судьба вам тройку обещает. Тройка — это знакомство, это друзья, это коллектив, это родственные связи. Вот как с 3 людьми вы будете близки. Либо вас будет 3, и вы друг друга будете максимально поддерживать. Вот будет на кого опереться, но и в то же время и вам придется свою спину под опору давать, да, чтобы и вы могли опереться, чтобы на вас могли опереться. Дружба все-таки хорошо, да, причем люди какие-то вот похожие по духу, по природе, по ментальности, вам будет комфортно вместе. Если сейчас у вас никого нет, вы там ни с кем особо не общаетесь, в чужой стране, например, проживаете, либо в новом городе, да, вы еще не успели познакомиться. Но здесь вы четко показали, дружба будет. Именно хорошая, крепкая дружба. Будут у вас достойные друзья. Здесь вот показан ослик, который может превратиться в лошадку. Хоть в природе это невозможно, но в вашем случае именно так и будет. Может быть, вы работать начнете с чего-то маленького, скромного, либо какая-то должность, может быть, невысокая. Но в быстром времени, в коротком времени вы пересядете на лошадь, да, либо этот ослик, он превратится в лошадь. Так иногда бывает, да, вас берут на испытательный срок, допустим, на какую-то там, номинальную должность, да, малозначительную должность. Вы начинаете работать, ваше руководство видит, как вы работаете, насколько вы квалифицированы, насколько вы стрессоустойчивы, насколько вы компетентны, насколько вы легкообучаемы, да, вот прям человек может и обучиться, и работать, и не жаловаться, и не саботировать. И вам могут предложить действительно повышение, причем повышение сразу там на несколько ступеней, либо даже на какую-то руководящую должность. И то же самое может быть, если вы сейчас работаете, и вам некуда расти, либо, допустим, образование не позволяет, там, квалификация не позволяет, и вы понимаете, что учиться вы не пойдете, либо нет такой возможности, ведь все-таки это денег все стоит, да, где сейчас бесплатно учат, нигде не учат, то, возможно, кто-то на пенсию выйдет, либо под сокращение, не под сокращение, а скорее как по переводу куда-то уйдет. Может быть, человек там по семейным обстоятельствам, да. А поскольку вы опытный сотрудник, поскольку вы себя хорошо зарекомендовали, то вам могут предложить действительно очень крутую должность. Да, вот этот ослик превратится в лошадку.
Вот. Что бы вам ни предлагали, где бы вы ни работали, не время уходить, либо не время от работы отказываться. Поверьте, ослик в лошадку в вашем случае точно превратится. Это может быть предсказание справедливым как для вас, кто смотрит меня, так и для вашего близкого человека, за кого вы переживаете. Вот, так что так и скажите. Сейчас на ослике покатаешься, потом на лошади будешь скакать. Да, вот именно так идет. Так, еще судьба говорит, чтобы вы на кого-то не надеялись. Потому что там человек такой, знаете, всегда как-то увиливает, да, умеет увильнуть. Но мне больше идет как человек о себе больше думает и в какой-то степени ленивый человек. Внешне выглядит нормально, подача хорошая, да, человек может там красиво, правильно говорить, правильные вещи говорить, то есть внушающий доверие. Но по факту человек такой, знаете, если хочется, то делает, если не хочется, то и не заставишь. То есть не стоит так сильно доверять и не стоит так сильно надеяться на этого человека. Ну, либо имейте какие-то запасные варианты, либо продумайте, ну, там всякие пожарные, да, вот вдруг там откажется, либо вдруг у него не получится, либо у нее не получится. Тогда я сделаю то-то, то-то, да, чтобы вы время не теряли, чтобы вы сильно там не огорчались, если вдруг не получится. Так, еще показывают, что вы какой-то щит обретете. Щит, который вас от всего защищать будет. И от людей плохих, и от обмана, и даже от каких-то воздействий. Щит, может быть, это какой-то оберег. Может быть, это будет какая-то вещь, может быть, вы сами себе что-то сделаете, может быть, вас кто-то научит. Этот щит придет к вам в нужное время. Вот именно в момент, когда вы будете нуждаться, этот щит вы обретете. Но обретете его навсегда. Да? Вот он с вами навсегда останется. Вот знаете, как говорят, какие времена, такие и решения, либо действия. Вот судьба вас действительно этим щитом наградит, либо позволит вам этот щит получить. И этот щит вам будет служить верной службой, как говорится, до конца. Сейчас у вас нет этого щита, но он у вас точно появится. Здесь у меня человек со щитом идет именно в центре. То есть это прям такое судьбоносное событие, когда вы этот щит обретете, сможете себя от всех защитить. Так, вот здесь нам показывают розу. Роза в бутоне, то есть ей еще цвести. То есть, грубо говоря, вы уже не ждете ни любви, не ждете, скорее всего, ни счастья, не то, что вы можете измениться, изменить свою внешность, тело, фигуру. Но розе цвести, она в бутоне, понимаете, это не увядшая роза, это всего лишь бутон, молодой бутон, который должен еще распуститься. То есть, как и любить, и красивой быть, красивым быть, и счастливым быть, да, и к страсти тоже розы идут. Вот она такая большая красивая роза. Роза, которая еще зацветет, обязательно зацветет. Это вам как будущее, да, ваше предсказывают. Здесь вот радуга у вас показана. Радуга — это вообще к радости, это к счастью. И также радуга может показывать, между людьми союз. Союз между людьми, да, вот кому-то еще и по этой радуге замуж выйти. Да, счастливый брак, можно так сказать. Может, даже поздний брак, но он будет очень счастливый. Либо это ранний брак, и он будет счастливым. Вот кто будет выходить замуж, жениться, кто будет, брак очень счастливый. Даже если вы там детей своих замуж будете выдавать, либо женить, да, то здесь по радуге именно идет. И так еще показали, что вот он один человек, вот он второй человек. Но вам по судьбе вот именно наверху сойтись, да, вы на этой радуге. Ну и также ждите счастья, которое придет в вашу жизнь. Потому что радуга у вас очень необычная, она двойная. Может быть, какое-то двойное событие. И счастливым стать, и замуж выйти, и детей женить, да, все вместе будет. Но классный знак еще с правой стороны. Еще судьба говорит, что вам нельзя бояться. Вот какой-то момент идет в вашей жизни, что вы можете испугаться, либо побояться. Вам этого делать нельзя. Вот у вас тут сова, она с левой стороны. Когда эта сова летит, вам чего-то меньше становится, да, потому что знак меньше идет. То есть если вы будете бояться, то вы чего-то недополучите, либо чего-то даже можете лишиться из-за страхов. Страхов перед кем-то, перед чем-то или какая-то нерешительность. Да? Бояться нельзя. Боритесь со своими страхами, отгоняйте свои страхи, будет вам хорошо. Никаких страхов у вас в жизни не должно быть. Да? Вам не нужно ничего бояться.
И если страх есть, то знаете, что вы в этот момент, когда вы боитесь, вы теряете. Еще судьба про деньги вам говорит. Деньги, которые вы в карманы складываете. Вот в карманы вот прям так запихиваете. Они не влазят, а вы все равно пытаетесь впихнуть. Возможно, сейчас у вас проблемы с деньгами. И как бы такое плачевное положение, дефицитное положение. И нет никакой надежды на то, что что-то может поменяться. Но судя по тому, что карманы у вас прям оттопырены, и вы пытаетесь еще впихнуть, а оно уже не влазит, то как бы достаток будет. Либо будет достаточно средств, чтобы вы себя спокойно чувствовали. То есть как бы момент с нехваткой денег, или дефицитом денег, он временного характера. Именно временного. И знаете, еще так показательно, рядом с вами никого нет. Я не могу сказать, что вам кто-то дает. Может быть, вы сами зарабатываете, либо найдете такой источник, да, когда вы будете эти деньги ни от кого независимо себе получать. Вот так мне идет. В самом венце нам показано, что два человека соединятся, причем соединятся навсегда. Возможно, сейчас между вами какой-то раскол, да, может быть, вы рассорились, либо в разводе находитесь. Либо там какие-то третьи персоны мешают, да, может быть, это треугольник, четырехугольник, да, у каждого по-своему отыграется. В венце показано, что любящие сердца объединятся, вот вопреки всему и всем. То есть счастью в любви точно быть. Именно любящие сердца. То есть здесь речь не идет о каких-то там выгодных отношениях, либо перспективных отношениях. Здесь вот мне больше идет голос как из прошлого, да, что вы были вместе, но что-то не получилось, не случилось, не сложилось, там разошлись, либо паузу взяли, либо потеряли друг друга, может быть, да, в какой-то момент жизни. Но вот любящие сердца снова будут биться как одно. То есть вы сойдетесь. То есть далеко друг от друга не отойдете. Да, вы отошли, но на определенное расстояние. Вот, вы опять сойдетесь. Потому что вы друг другу и нужны, и важны. И только с друг другом вы счастливы будете. Скорее всего, вы уже это понимаете. Либо начали об этом догадываться. Вот вместе вам быть. Обязательно быть вместе. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.